Вместе с журчанием воды в этом дворе будто все оживает. Очевидно, что и жителям квартирных домов здесь, во втором микрорайоне города, эта водовозка знакома до боли. Перебои с подачей живительной влаги здесь дело нередкое. Будто почему-то злому умыслу это случается в дневное время и завидным постоянством. Спасает ситуацию изо дня в день 2 единицы спецтехники. Милана Индиева свои 10 лет со всей ответственностью, пока родители на работе, вместе с другими детьми наполняет тары одну за другой. Вообще воды нет, да? Есть немного. А водичку вам часто приносят? Да, часто. Как рассказывают сами жильцы, подвоз воды, конечно, облегчает проживание, но ежедневно поднимать на второй, третий, четвертый этажи тяжеленные емкости с водой под силу не всем. Несмотря на инвалидность и проблемы со здоровьем, Мариам Цучеева проводит целый день на работе и воспитывает 4 детей. Она, как и ее соседка по лестничной клетке Асет Саутиева, вынуждена иногда в случае острой нехватки покупать воду в магазине. Подвозы воды бывают. Я вот так баки выношу. Есть дома кто или нет, они мне набирают. Вот это водитель. Как-то все уже знакомы с ним. Вот. Запасаюсь этими баками, воды. А потом, когда дома мужчина бывает в доме, тогда уже поднимает воду. Подвоз осуществляется. У меня нет претензий к ним. Но я не в состоянии поднимать ее на 3-й этаж. У меня уже возраст, во-первых. Во-вторых, состояние здоровья. Как выяснилось, неблагополучный второй микрорайон города обслуживает Ингуш-регион-водоканал, то есть водопроводная сеть у жильцов отдельная от городской. Связано это с перебоями электричества и частым неисправным состоянием насосов. По словам главы городской администрации Мусы Галаева, проблема с подачей воды уже решается. Более того, закуплено необходимое оборудование, и в скором времени жильцам многоквартирных домов больше не придется запасаться H2O. Подвоз воды организовываем, но это недостаточно для тех жителей, которые живут в квартирах. Мы их вопрос закрываем только на час, на 1,5 часа только. Людям постоянно нужна вода. Но я разговаривал и с руководителем Ингуш-регион-водоканала, Костоевым Абабукаром. Они вовсю, приобретают, уже приобрели двигателя приобрели, насосы они отремонтируют, дополнительно скважины будут запускать. Просто вопрос времени. Я думаю, мы после всего слова, Костоева, у нас и совещания были, в правительстве были совещания, именно по этому вопросу, по воде. Со слов Костоева, ему нужно время от 7 до 10 дней, он закончит по наладке, этих двигателей, насосов. Я думаю, вода будет до Алендали. Михаил Тангиев, Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24.